Здравствуй, уважаемый зритель! Вы на канале Таро Кошкин Сон. Для личных консультаций все контакты под видео или в шапке канала в строке о канале. Консультации на любую сферу жизни, а также диагностика магического воздействия. Ну а теперь прогноз. Напоминаю, данное видео – это общий прогноз. Для кого-то он проиграется, а кому-то не откликнется и вовсе. Итак, смотрим события для знака зодиака Скорпионы на период с 1 по 10 мая. В работе у нас будет 3 колоды. Эта колода нам покажет главные события данного периода, его послание. Вторая колода – личная жизнь. На третьей мы посмотрим работу и финансы. Итак, колоды у меня уже готовы. Будем выкладывать. Личная жизнь. Личная жизнь. Здесь у нас будет 3 позиции. Для одиноких людей в данный период, кто находится без пары. Для тех, кто в браке. И для тех, кто в паре, но не в официальном браке. Так, третья колода. Смотрим работу. Работа тоже будет у нас 3 позиции. Для тех, кто ищет работу. Для тех, кто работает. Какой фон, что там происходит. И третья позиция на бизнес. Или для самозанятых. Так, и последняя позиция – финансы. Ну что, открываем. Итак, главное событие, что у нас происходит в этот период. Так, во взаимоотношениях. Знаете, здесь ситуация, когда вам придется выступить защитником в какой-то ситуации, в каком-то конфликте, возможно, между друзьями, чьей-то парой. Знаете, кто-то там будет нуждаться в вашей помощи. Будете заступаться и помогать людям сохранить отношения. Возможно, кто-то за вас вступится, возьмет под покровительство, скажем так, защитит вас, чтобы у вас не было или в семье, или в каких-то отношениях конфликта. В общем, такая ситуация. Как вариант, если касательно работы, бизнеса, здесь тоже придется защищать свои интересы. Знаете, возможно, какие-то контракты, договоры были нарушены, и придется отстаивать свою позицию. На работе тоже придется кому-то защищаться. Кто-то, может, вам поможет, прикроет. Но в любом случае позиции хорошие. Помощь будет. Или вы окажете кому-то помощь, или вам. Следующая колода. Смотрим личную жизнь. Итак, для тех, кто в данный период находится один. Но здесь, знаете, у вас в планах есть какой-то мужчина. Кого-то вы там присмотрели. И вот вырабатываете план действия, захвата, скажем так. Что-то там разрабатываете, свою тактику, хитрость применяете. Кого-то вы хотите окрутить. Так, как вариант, знаете, кто-то весь поглощен работой до такой степени, что на личную жизнь не хватает времени и сил. А кто-то с головой в работе даже и не помышляет о личных отношениях.
Ведь у всех тут по-разному. Смотрите каждый на свою ситуацию. Так. Следующая позиция для людей, находящихся в браке. Знаете, сейчас такое время, что у многих пар выпадают старшие арканы. Именно для людей, которые в браке. Вот даже не один, а сразу два. Наверное, время испытаний. Кто как выйдет из этой ситуации в этот период, такой сложный для всех нас. Ну вот здесь карты показывают, что может быть вы, может быть ваш супруг, кто-то хочет выйти из отношений, разорвать брак. И знаете, вот не просто уйти из семьи, закончить отношения, а выйти, повернуть ситуацию так, что если он уходит, значит вы виноваты во всем. Сделать вас козлом отпущения, чтобы все думали и знали, что вы виноваты в этом разрыве. Или же наоборот, вы куда-то пытаетесь уйти от мужа и сделать его крайним виноватым во всех ваших отношениях не сложившихся. Вот что он такой-сякой, и во всем виновен он. Так, а у кого-то, знаете, что-то в семье произойдет, какая-то ситуация, и у вас все станет с ног на голову. Полностью, кардинально поменяются отношения. Все в семье изменится. И вот здесь нужна вся ваша мудрость. Знаете, вам нужно просмотреть ситуацию, что происходит внимательно. Что-то происходит. И нужно проявить всю свою мудрость, чтобы сохранить брак. Возможно, знаете, что-то не столько такое ужасное, страшное, но иногда мелочи очень значительные. Повнимательнее посмотрите на отношения, на ситуацию. Возможно, вам удастся решить очень все положительно и сохранить добрые, хорошие отношения в семье и брак как таковой. Следующая позиция смотрим. Для тех, кто в отношениях, но не в официальном браке. Ой, ну здесь тоже какое-то уныние, что-то подзадумался партнер. Возможно, вы размышляете над вашими отношениями. Что-то вас тут не устраивает. Возможно, они утратили какую-то свежесть, и вам хочется что-то свеженького такого, более энергичного, эмоциональных отношений не хватает, вот такого накала между вами. Да, у вас тоже здесь такое подвешенное состояние. Нужно принимать решение, как действовать, выбирать. Или сохранить отношения, побороться за них, если вы их цените, или же принять решение и расстаться. Здесь уже решать вам, выбирать. Смотрим третью колоду. Работа. Работа для людей, которые ее ищут. Ой, смотрите, какие замечательные карты. Девятка пентаклей и туз жезлов. Ну, знаете, вы здесь прям сама судьба вам посылает работу. По крайней мере, многим из вас будет такой шанс получить работу. Знаете, вот очень хорошо оплачиваемую. Не просто как бы только бы концы с концами сводить, но довольно приличный заработок здесь. Кто-то получит работу не просто так вот придет и, вернее, сядет за компьютер, напечатает резюме, разошлет его, там будет сидеть, ждать. Ждать, пока кто-то там что-то откликнется. Нет, здесь вам нужно проявить активность, поехать на работу, куда вы там собираетесь устроиться, переговорить с работодателем лично или с человеком, который занимается кадрами. Знаете, вот проявить себя, показать, насколько вы ценный сотрудник, пришли, вот у них есть возможность взять вас на работу. Вот прям нужно подать в таком ключе, что они в вас нуждаются, а не вы в них. И тогда очень большой шанс получить эту работу. Знаете, будьте очень довольны и работодатель, и вы. И здесь вам, возможно, еще нужно будет чему-то подучиться. Но знаете, вот у вас такая энергия, что вы все на ходу будете схватывать, даже если какие-то будут нюансы. Но так вы здесь справитесь. Ничего сложного. Отличная позиция.
Так, дальше смотрим. Для тех, кто работает, имеет работу. Так, ну здесь на работе, знаете, какой-то застой. Ну, неудивительно. Сейчас такая ситуация, что это как бы большинства. Может проиграться у кого-то, что вам предложат или выйти в отпуск вынужденный, или сама фирма разорится, закроется. Ну, в общем, такой, знаете, есть шанс потерять работу. Временно у кого-то действительно закроется предприятие или уволят. Придется сидеть дома. Ну, знаете, как бы карты предупреждают, учитывайте, что расклад, конечно, общий, но лучше знать заранее, и можно как-то подготовиться и решить это. Давайте дотянем одну карту, потому что уж больно пессимистично. Что здесь будет? Семерка мечей. Знаете что? Как бы вас кто-то не подсидел из коллег. Какое-то коварство. Что-то вы там не видите полной ситуации. Присмотритесь, может, кто-то вас подсиживает или какими-то непорядочными приемами пользуется, чтобы вас уволить. Какие-то манипуляции у вас за спиной происходят. Может, кто-то вас хочет подсидеть и занять ваше место. И знаете, если вы не примете каких-то действий, вы действительно можете потерять эту работу. Так что будьте повнимательнее, посмотрите, кто там может желать вам увольнения. Ну вот, как бы карты вас предупредили. Так, дальше смотрим. Позиция для тех, кто имеет свой бизнес или самозанятые. Шестерка мечей и колесница. И колесница. Знаете, вот эта шестерка мечей падает практически в каждом раскладе. Почти у всех знаков зодиака вот эта шестерка мечей. Но знаете, вот в такое время, неудивительно, конечно, но у всех она проигрывается по-разному. У вас здесь она довольно активная. Вы не сидите на месте и не ждете, пока вот пройдет это время и продолжить как-то там в каких-то условиях уже э, как сложится, как получится. Вы здесь действуете, ищете какие-то резервы, какие-то возможности новые. Возможно, какой-то новый вид деятельности или старый вы переставляете, переоборудуете, чтобы работать в новых условиях. Ну вот у вас это все получится. Знаете, и очень быстро. Очень быстро вы сможете перепрофилироваться или найти какой-то выход. Но он скоротечен. Потом придется еще что-то предпринимать. Так, а здесь еще у вас, возможно, поездка. Ну, по работе встречаться, возможно, с какими-то партнерами, поставщиками. Ну, в любом случае, что-то придется вам решать. Возможно, подписывать какие-то договоры, выбирать условия, отбирать, что вас более устраивает. Ну, в принципе, действие, движение в работе есть. Это самое главное. Никакого застоя, никакого болота. Замечательно. Так, идем дальше. Финансы. Последняя позиция. Здесь денег как таковых не видно. Но есть взаимопомощь. Знаете, возможно, вы кому-то поможете, вам помогут. Карты показывают, что у кого-то из вас будут взаимодействия с правоохранительными органами. Возможно, какой-то конфликт. Ну, сейчас вот эти вот штрафы, предупреждения, какие-то взыскания происходят. И у вас будет возможность, знаете, отстоять свои права и доказать свою невиновность. Если вы были действительно правы, вам удастся отстоять свою правоту и не платить штрафы. Вот, единственное, знаете что? Возможно, обратиться к профессионалу. Не самим разбираться, решать, а вот нанимать адвоката и действовать по закону, потому что с правоохранительными органами лучше действовать профессионально. И есть возможность восстановить справедливость. Вот таким был прогноз для скорпионов. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Для меня очень важна будет обратная связь. И до новых встреч!